Добрый день. Ну, я немножечко расскажу, потому что как бы мы с 90-х годов начали создаваться национальные, национальные диаспоры, и целью, конечно, было в первую очередь консолидировать людей, консолидировать народ, и задачи должны быть едины, объединяться, решать общие задачи и знакомиться также с культурой, традициями народов, проживающих в республике. Ну, Ассоциация корейцев была в 90-х годах создана, и первая задача, конечно, мы ставили не только объединение корейцев, но также ознакомление и возрождение культуры, возрождение языка, потому как вы сами знаете, что в 50-е годы после вот всяких разных дел, как говорится, корейцы, советские корейцы утратили свой язык, и у нас была задача возродить язык. И сначала у нас, значит, были проблемы с учителями, потом, значит, у нас была Хаен Хи, которая владела языком, и также нам большую помощь оказал стажер Института межзлатоведения из Кореи Чен Хван Чо. Он посмотрел, как мы занимаемся, посмотрел, какие у нас есть трудности, и он помог нам обеспечить нас словарями, учебниками, кроме того, национальной одеждой. Таким образом, вот такое первое знакомство с представителями наших соотечественных у нас произошло в 90-х годах. Очень большую роль сыграли дни диалога с Южной Кореей по истории и этнокультуре, которые проходили с 25 июля по 1 августа 1993 года. Это было впервые по инициативе и активном участии Ким Тхэгона, директора Института фольклора при университете Коэнхи города Сеул. В это время проходили различные мероприятия, совместные концерты, проходили чайные церемонии, танцевальные группы привезли. Была большая группа, в результате общения которого в Сеуле, в университете Куэнхи в ноябре месяце прошла презентация открытия Якутского музея, который при активном участии господина Кима был собран материал и открыт этот фольклорный этномузей. Следующим шагом у нас в 1994 году была открыта Саха-корейская школа при содействии первого президента Михаила Ефимовича Николаева. И здесь у нас была большая работа, предшествующая с консульством Владивостока. Тогда работал генконсул Тэсок Вон. И кроме того, мы выходили на предприятия, выходили на предпринимателей города Сеула. И таким образом в результате различных переговоров, когда мы ездили в Корею, все-таки у нас состоялось открытие Саха-корейской школы, целью которой было, во-первых, подготовить квалифицированных переводчиков. И Саха-корейская школа явилась как бы мостиком дружбы между Сеулом и Якутией. Кроме того, значит, волонтерская группа сеульских студентов с 1998 года начиная оказывала большую помощь учащимся в рамках проекта с СВФО, проводили большую помощь, привозили учебники в школе, привозили компьютеры. Кроме того, они обучали игре на музыкальных инструментах, обучали в то время у нас в школе был как предмет спортивный, как предмет был введен тэквондо, спортивная борьба. И вот волонтерская группа помогала обучению вот всех этих предметов. Потом у нас проводились, когда Дети Азии, во все периоды игр Дети Азии мы всегда встречались с представителями Кореи и обговаривали вопросы, там, знакомили их с культурой народов Саха, где мы проживаем, рассказывали, как мы проживаем, что у нас проводится. И таким образом мы как бы пролаживали мостик среди
среди своих соотечественников. И проводили встречи с делегациями. В то время как раз при проведении Детских игр Азии, значит, у нас приезжали с телевидения корреспонденты, журналисты, приезжали фотографы, и таким образом мы, встречаясь, рассказывали, как здесь проживают и как, значит, как мы живем здесь, в нашей стране. Затем у нас мы, как община, участвуем в проектах Южной Кореи. Ежегодно маленькими группами наши корейцы выезжают на Всемирный фестиваль корейцев в город Сеул. И, кроме того, приняли участие в проекте Сеула зарубежные корейцы в 2016 году, где проводятся различные мастер-классы, знакомимся с культурой, значит, знакомимся с достопримечательностями. Вот в таких проектах мы принимаем участие. И когда приезжают сюда корейцы, вот мы встречаемся тоже, у нас проект есть, значит, встреча с фотографами, с группой фотографов «Серебристое гнездо», так они себя назвали, которые готовили документальный фильм о жизни многонациональной Якутии. Все это шло под руководством профессора Кан Док-су, который является куратором Саха-корейской школы. При его содействии было открыто корейское отделение в СВФУ, и он проводит очень много мероприятий по ознакомлению с культурой Якутии, и потом с этими материалами он знакомит Корею. Они узнают о жизни людей на вечной мерзлоте, в суровых условиях, и даже он ездил в Аймикон и так далее. То есть, ну, о нем все знают, поэтому много о нем не буду говорить. Извиняемся, 5 минут регламент. Все. Затем у нас проводили встречи с танцевальными группами, которые приезжали в 2017 году. То есть вот такими небольшими встречами мы стараемся проложить как бы мостик дружбы между Кореей и Якутией.